когда говорят о товарообороте между Россией и Абхазией, Мгм. конечно, ощутимую долю занимает сельское хозяйство. Если брать в учет и поставки виноматериалов, винно-алкогольных продукций на российский рынок, или поставки цитрусовых, все, то это, конечно, ощутимая доля именно в этих товарооборотах. У нас это имеет, конечно, увеличение. Но для того, чтобы увеличить товарооборот именно по нашей сфере, именно опять же по сельскому хозяйству, необходимо восстанавливать и доводить хотя бы по максимуму до уровня советских времен те направления, которые мы сегодня осиливаем. Мгм. Если мы сегодня не можем восстановить чайную отрасль, потому что это очень докладно, и она практически основательно разрушена, нет фабрик, нет плантаций, биологически устаревшие, то такие направления, как субтропическое плодоводство, в сфере животноводства, рыбной отрасли и других некоторых направлений мы могли бы, конечно, увеличить именно поставки за счет увеличения объемов, производимых в Абхазии. Вот имеется это в виду однолетние культуры, ягодные культуры, там очень основной упор, если вы заметили, я даже про орех сказала, то есть Мгм. орех это, если Россия, чтобы сократить импорт поставок, старается в Краснодарском крае выращивать орехи, чтобы обеспечить свои кондитерские фабрики или те, кто нуждается в этих маслах своей продукции, то почему бы не использовать именно это направление для того, чтобы это по более низкой себестоимости выращивать в Абхазии для поставки на российский рынок. Это тоже будет считаться, если Мгм. российские инвесторы будут выращивать в Абхазии, скажем, орех вместе с нами, то это для России будет считаться собственное, я имею в виду, сырье. Мгм. Но для нас это производство, для нас новые освоение новых культур, основание по увеличению площадей. То есть это будет практически плантации, которые принадлежат будут Абхазии.